Тихая долина, и холодные реки и ручьи, привлекающие так рыбаков, и обширные пшеничные поля, обдуваемые горными ветрами, на которых неторопливо пасется скот. Если бы не пастбище с их естественной красотой, вы бы не нашли ничего примечательного в городке, который находится у подножия этой долины Сода-Спрингс. Но однажды, услышав историю о самом неординарном герое из Сода-Спрингс, вы едва ли сможете ее забыть. Это был Рекс Моан, сын Уиллама Моана, полицейского из Айдахо, позднее ставшего фермером, и сын Лори Корнсон, а также брат Джерри, Брэндона и Сью. Фантастическая история Рекса начинается в детстве, где его первым призванием было исследовать мир и искать в нем множество приключений. Потребовалось бы еще 84 года, чтобы рассказать бесчисленные истории и легенды, связанные с этим человеком, оставившим след в мире больше, чем 1000 долин Айдахо. Но самое важное, оставивший след в жизни каждого, кто встречался с ним. Он помогал людям почувствовать себя ценными и значимыми, относился к ним, словно они единственные на планете. Конечно, в те далекие дни он был обычным мальчиком по имени Рекс. Рекс был по-настоящему искренним человеком веры. Его отношения с Богом направили его на путь служения еще с юности. В мере того, как он рос, развивался как предприниматель, его ценности никогда не изменялись. Он всегда ставил других на первое место, был всегда благодарен, и философия его жизни не менялась. Он построил свой бизнес в мире, который движет эгоизм. Рекс питал страсть к бескорыстным поступкам. Он, как известно, говорил: «Давай сначала поступим правильно, а о деньгах побеспокоимся позже». И он не шутил. Он был не из тех, кто выбирает короткие пути, если это означало причинить вред. Его вера двигала им, и он находил величайшую радость в жизни через отдачу другим. Вера была его главным путеводителем по жизни. И именно вера привела Рекса к его первому глобальному приключению. Оно изменило все. Если бы вы попросили 19-летнего Рекса Моана показать на карте остров Самоа, он не знал бы, в каком из океанов начинать поиски. Но он оказался там в 1956 году. Только что окончив первый год в колледже в штате Юта, он сел на борт Сьерра Кордоба в порту Лос-Анджелеса, чтобы отправиться в 12-дневное путешествие длиной более 8000 километров к удаленному острову в южной части Тихого океана. До этого момента Рекс не был знаком с большей частью мира. Да, с маленького городка Сода-Спрингс через Юту он попал в Феникс, где провел зиму, работая в банке. Но эта траектория была слишком непримечательной для нашего главного героя. Так что вместе с 5 другими молодыми людьми из университета Бригама Янга вызвался стать миссионером. 30 месяцев подготовки к миссии были ускоренным курсом во всем, начиная с языка Самоа, который нужно было более-менее сносно выучить за 2 недели с нулевого уровня. Затем была островная культура, которая не была похожа ни на что из того, что он когда-либо встречал. С того момента, как он сошел на берег, земля и его жители заняли свое место в его сердце. Рекс выполнял волонтерскую работу в городах и в деревнях по всему острову в течение 2,5 лет, с отличием занимая многие руководящие должности. Его глаза были полностью открыты миру, который существовал за пределами его собственного. И тогда он обрел свою истинную миссию в жизни – помогать другим.
Он влюбился в Самоа и в его народ, и Рекс никогда не переставал о них думать. Он думал о них, когда отплыл домой в возрасте 22 лет, когда начинал Forever Living, когда обустраивал свой первый офис. Мальчик из Сода Спрингс совершил путешествие всей своей жизни, и он знал одно наверняка: он обязательно вернется. Вернувшись из своей командировки, Рекс обрел новую цель и видение в жизни. Он сделал перерыв в своем образовании после года учебы в штате Юта. По возвращению он осознал, что для достижения новых целей, которые он поставил перед собой, и оказания влияния на мир, ему нужно образование. Он вернулся в университет Бригама Янга и возобновил учебу. Именно там он встретил милую студентку по имени Рут, которая нуждалась в дополнительных занятиях по теннису. Рекс был более чем счастлив дать ей несколько уроков по улучшению ее подачи. И вскоре эти двое стали партнерами по жизни. Поженившись в 1960 году, пара отправилась на поиски приключений, в том числе и на водных лыжах, в результате которых получили солнечный ожог и впервые познакомились с растением алоэ вера. И хотя потребовалось еще 10 с лишним лет, прежде чем алоэ станет семейным бизнесом Моанов, Рекс и Рут вскоре после свадьбы переехали в Аризону, где и родились Тодд, Соня и Грег. Они стали родителями 3 детей. И также у них есть 12 внуков и 16 правнуков. Семейное наследие Рекса – это его величайшее достижение и то, что привело его к такому большому успеху в бизнесе и благотворительности. Он привлекал членов своей семьи в свой бизнес в самых разных задачах и знал, как их обучать. Важность тяжелой работы была неоценима. Семья была не только свидетелем его первых начинаний, но и залогом его успеха. И их участие сохранялось на протяжении всего роста Forever. Этот принцип воспитания будет передаваться его внукам, поскольку трудовая этика и настойчивость лежат в основе жизненных уроков этой семьи. Рекс получил ученую степень в области делового администрирования в университете штата Аризона. Одной из ранних побед Рекса была автомойка. Это была первая автомойка в Темпе, штат Аризона. Он не просто купил ее, он построил ее. И больше года они с Рут сами управляли и работали там, пока доходы не позволили им нанять кого-нибудь. Позже он устроился на работу в крупную строительную корпорацию, где он развивал свои исключительные навыки, учился управлять офисами, отелями, жилыми проектами и курортными комплексами в Аризоне и Нью-Йорке. В начале своей карьеры Рекс приобрел опыт создания и управления крупными многопрофильными корпорациями. В нем также появилась страсть к недвижимости и отношениям между человеком и миром природы. И хотя он добился больших успехов, он никогда не терял из виду свою миссию и ценность. По мере того, как Рекс рос, росла его деловая хватка. Он попал в корпорацию Dell Web, где добился большого успеха за 13 лет, дослужившись до должности вице-президента. Страсть Рекса к здоровью и благополучию шла бок о бок с его любовью к природе. И эти два ценных для него направления находили свою реализацию в бизнес-проектах по развитию курортов. Начавший с позиции концессионера службы национальных парков США, Рекс сделал свое первое приобретение в 1981 году. Он приобрел курорт в заливе Колвин, пристань для яхт на озере Мид,
курорт местечки Казанлык-Коу и пристань для яхт на озере Мохаве на протяжении нескольких лет. Рекс говорил и был верен своим следующим словам: «Мы не должны быть самыми крупными, но мы обязаны быть лучшими». Он остался верен этой философии, расширяя бизнес по аренде курортов некоторых из своих любимых мест, которые оказались одним из самых известных национальных парков Америки, зон отдыха и национальных лесов, включая Гранд Каньон, Гранд Тетон, Брайс Каньон, остров Роял и многие другие. Для Рекса было огромной радостью воссоединить людей с чудесами природы, раздвигать горизонты, показать им ширину мира, в точности, как он сам испытал во время его поездки на Самоа, когда ему было чуть за 20. Страсть Рекса к национальным паркам и сохранению ими своих земель началась задолго до того, как он основал в 1981 году курорты Forever. Но по мере того, как его компания росла, увеличивались и его возможности заниматься делами, которые дороги и близки его сердцу. Рекс был председателем конференции Национального парка. В течение многих лет он был концессионером. Президент Рональд Рейган назначил его одним из 15 членов президентской комиссии по делам защиты природы. Его энтузиазм и опыт сделали его лидером национальных программ по реконструкции живописных дорог, национальных, государственных, частных инициатив, жизненно важных для поддержки посетителей фонда. Это правда, что часть сердца Рекса никогда не покидала Самоа. И через 30 лет после того, как он впервые оказался там, Рекс триумфом вернулся на остров в 1988 году. На этот раз он возглавлял делегацию в качестве председателя NPC, и у него возникла смелая идея основать первый национальный парк США за пределами 50 штатов, чтобы отстаивать интересы парка. Рекс обратился к аудитории лидеров, рейдеров и чиновников местных властей. Десятилетний языковой курс показал свои плоды, и Рекс мог общаться на идеальном самоанском языке. Таким образом, 31 октября 1988 года был официально учрежден Национальный парк американского Самоа. Forever Resort охватывает более 20 отелей в Южной Африке. Рекс смог объединить свою страсть к животным и людям, создав Forever Курорт и учреждение по управлению отелями под названием Forever Academy. Южная Африка, которую ласково называли центром знаний, действительно была одним из самых волнующих мест в мире для Рекса. После каждой поездки он с гордостью демонстрировал оттуда десятки фотографий. Он заботился о животных, в том числе и о своем любимом детеныше носорога, которого перевезли в Южную Африку. Он делал это потому, что он видел именно там возможность поделиться своей любовью в индустрии отдыха на природе. Это еще одна страна, которая могла так много предложить миру в обеих областях. Рекс помогал людям раскрыть свой потенциал через обучение, развитие навыков, бизнес-технологий. Его наследие на континенте живет благодаря следующему поколению высококвалифицированных профессионалов, формируя будущее индустрии гостеприимства. У него была семья по всему миру. Было еще много чего, что нужно было исследовать. Несмотря на то, что карьера Рекса стремительно развивалась, у него было видение своего собственного путешествия. Все, что ему было нужно, это возможность, которая позволила бы ему занять место капитана. Так он открыл мир алоэ вера. Семя, на которое прорастают продукты Forever Living, было посажено однажды в 1978 году, когда Рекс принес домой крошечную бутылочку лосьона, который, по его словам, и был нашим новым бизнесом. Рекс и раньше проявлял интерес к бизнес-модели прямых продаж, но не находил подходящего продукта.
Он подумал, что это подойдет. Когда он наткнулся на эту бутылку, он сразу же вспомнил, что более 10 лет назад катался на водных лыжах, и растение, которое помогло ему оправиться от боли, было алоэ вера, которое снова появилось в его жизни как раз тогда, когда он больше всего в этом нуждался. Итак, Рекс сделал храбрый поступок. Он навсегда покинул Дэнни Уэба в 1980 году и сосредоточился на продаже продуктов алоэ из своего гаража в Темпе. С самого начала он считал, что у него есть революционный план предлагать публике лучшие продукты потребления. Это не только способствовало оздоровлению, но и могло изменить личное состояние. Рекс был задействован во всех сферах деятельности компании. Он разработал упаковку. Он никогда не боялся запачкать руки или ботинки на полях алоэ. В 1981 году он доставлял продукты и проводил торговые презентации в разных уголках мира, где его продажи составляли $1 миллион в 5 разных странах. И люди во всем мире были готовы следовать за ответственным человеком с высокими принципами чести, честности, доброты, за человеком, готовым нести за своими идеями. В 1983 году сильные заморозки уничтожили все запасы алоэ вера Рекса в Техасе. В течение этого трудного сезона Рекс был полон решимости выполнить свои обязательства перед людьми, на которых он всегда полагался, и позаботился о том, чтобы он никогда больше не терял алоэ. Он купил как можно больше земли в Доминиканской республике, где погода была более безопасной, и быстро вернул бизнес в нужное русло. Рост нового алоэ был идеальным символом устойчивости Рекса. Бизнес процветал. Рекс перевел штаб-квартиру компании в Скоттсдейл. И вскоре во многих странах Forever Living Products стала крупнейшим производителем и продавцом алоэ вера в мире от гаража до глобального масштаба. Рекс никогда не колебался, желая посетить новые места и познакомить других людей с Forever. В конце концов, он считал, что у здоровья и благополучия нет границ. Его любовь к распространению продукта была естественной. Все произошло намного быстрее, чем кто-либо полагал, включая самого Рекса. Представьте, что каждый семинар или мероприятие привлекает бизнес новых людей. И у этих людей были родственники по всему миру, которые тоже интересовались этим. Вот так все и начиналось в гараже Рекса. И за 40 лет расширилось, охватив 160 стран и миллионы людей, продающих продукцию под брендом Forever на всех континентах. Сегодня Forever несет в себе силу и фундамент, который Рекс построил много лет тому назад. Вначале Рекс полагался на сторонних поставщиков, которые предоставляли ему алоэ, необходимое для производства его продукта. Заморозки алоэ заставили его понять, что пора взять все под свой контроль. В дополнение к огромным плантациям алоэ в Доминиканской республике, Рекс приобрел дополнительные земли в Техасе и Мексике. Открыл завод алоэ вера в Америке в Далласе для производства. Он также открыл предприятие в Фениксе по производству БАДов, в Нидерландах и десятки других стратегических зданий по всему миру. Зачем делать такие огромные инвестиции? Потому что Рекс руководствовался одним принципом, чтобы сделать самый лучший продукт и передать его в руки людей, так что у них есть наилучшая возможность для процветания. Разумеется, все эти усилия потребовали много вложений. Миссией Рекса всегда было изменить в лучшую сторону жизни миллионов людей по всему миру. Рекс знал, что у него лучшее алоэ в мире. В душе
душе Рекс был ковбоем и никогда не отходил слишком далеко от своих корней. Он знал, что жизнь на ранчо никогда не сделает его богатым, но в трудовой этике ковбоя было что-то, что он уважал. Ему удалось включить в свою жизнь скотоводческих животных и ковбоев. Однажды эта любовь к земле привела его к тому, что он стал одним из крупнейших владельцев ранчо в Аризоне. Раскинувшиеся за белым забором пастбища были данью уважения западным романам. Он восхищался Зейном Греем, идеей, что вы можете забрать мальчика с фермы в Айдахо, но как бы вы ни старались, вы никогда не сможете забрать ферму в Айдахо у мальчика. Только Рекс мог провести день, катаясь на лошадях с владельцами ранчо, а затем улететь навстречу приключениям с 10 тысячами предпринимателями Forever или присоединиться к встрече с президентом или принцем. Рекс был настоящим мужчиной для всех сезонов и мастей, и его способность к адаптации и сила его связи были бесспорными дарами. Рекс был предприимчив и доблестен. Он был филантропом. Рекс любил делать пожертвования через местные, национальные, международные усилия. Среди его любимых организаций были Университет штата Аризона, фонд Роберта Луи Стивенсона в Самоа и фонд Аризона Бэрд. Миссия в Самоа так и не закончилась. Это только вызвало у него желание вернуться на остров и сделать больше. Он восстановил память и наследие одного из своих любимых авторов Роберта Луи Стивенсона и вернул этой крошечной южно-тихоокеанской стране и ее людям часть их истории, предоставив им возможность поделиться ею с миром. В 1992 году Рекс откликнулся на призыв восстановить